в основном виновником является консервированная продукция, как она у вас хранится, сроки годности соблюдаются, какие товары-сопроводительные документы у вас есть на эту продукцию, подтверждающие качество и безопасность для человека. Опасность под крышкой. В ходе рейда сотрудники Роспотребнадзора и мэрии Магаса обращают внимание на консервированную продукцию, срок годности, условия хранения, наличие маркировки и товаросопроводительных документов. Цель – не допустить распространения быстрого убийцы, так называют смертельно опасное заболевание ботулизм. Целостность упаковки. Видим, да, срок хранения до 27 года. В любом случае не вздулось, не открытое. Условия хранения соблюдаются. Все эти моменты надо учитывать. Ботулизм – это заболевание, возникающее в результате отравления токсинами Clostridium botulinum. Самая распространенная его форма – пищевая, возникающая при употреблении в пищу зараженных продуктов питания, которые не подвергались достаточной термической обработке и хранились в условиях с низким содержанием кислорода. Это могут быть такие продукты, как зеленая фасоль, шпинат, грибы, свекла, консервированный тунец, копченая рыба, мясные продукты, например, ветчина или сосиски. Распознать ботулизм не так просто. Часто по внешнему виду заготовленные овощи или мясо ничем не отличаются от качественного продукта. Даже вкус и запах не выдаст отравленную консервацию. Но есть моменты, по которым можно понять, как определить ботулизм в банке. Признаки ботулизма в консервах. Это вздутая крышка, вина этого газа, продукт жизнедеятельности бактерий, помутнение в банке, пузырьки или плесень. В торговом объекте уверяют, что всю продукцию проверяют ежедневно. Несоответствующие санитарным требованиям снимают с торговых прилавок. У нас утро начинается с того, что мы сразу начинаем проверять наши консервы. Пусть это консервы, пусть это молочное изделие, пусть это овощное. Идет у нас. Мы все проверяем и смотрим их издание, до какого, например. Мы знаем, что консервы у нас идут 2-3 года у них, но все-таки все равно мы их проверяем полностью. Смотрим ценники, соответствуют ли. Если нет, то мы их ставим с утра пораньше. 2 недели назад ботулизм атаковал ряд регионов России. Случаи заболевания зарегистрировали в Москве, Нижнем Новгороде, Татарстане, Московской, Ярославской и Тамбовской областях. Количество заболевших достигло 375 человек. Как выяснилось позже, все они заказывали салат лобио из фасоли в сервисе доставки еды «Кухня на районе» и салат с тунцом, фасолью и яблоком. Специалисты отмечают, что столь массовая вспышка в стране зарегистрирована впервые. Изготовители продукции компании «Локал Kitchen», «Гастропорт» и «Саванка». Предприятия не состояли на учете в реестре хозяйствующих субъектов Роспотребнадзора. Свою деятельность они осуществляли рядом со свалками в антисанитарных условиях. Фасоль изготавливали с нарушением всех требований и норм. Сегодня мы 3-й день в больнице. Одна из пострадавших от доставки готовой еды, визажист из Казани Александра Хавронина, смертельный салат из фасоли в тот день также отведали ее супруг и мама. Все оказались в больнице. Онемение рта, пропажа речи, двоение в глазах. Симптомы всех заболевших ботулизмом одинаковые. Речь уже лучше. Проверка речи. 33-я артиллерийская бригада. Ну, так тебе получилось. Оказалось, что изготовитель самостоятельно установил сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до 2 месяцев при температуре от 2 до 25 градусов Цельсия. Это и создало благоприятные условия для развития спор ботулизма и привело к накоплению ботулотоксина в готовой продукции. В течение первых суток или начале вторых суток уже появляется неврологическая симптоматика, что именно характерно именно для ботулизма. То есть появляется мелькание мушек перед глазами, сетка, пелена перед глазами, двоение. Больные жалуются на то, что они видят несколько предметов или им мешает что-то. Появляется сухость во рту. За счет выраженной сухости появляется нарушение глотания. Он не может глотать пищу. Даже жидкую пищу он поперхивается, и она выливается через нос. То есть это является как бы характерной симптоматикой ботулизма. Ботулотоксины нейротоксичны и поэтому оказывают воздействие на нервную систему. Для пищевого ботулизма характерен нисходящий вялый паралич, который может приводить к дыхательной недостаточности.
Симптомы обычно появляются через 12-36 часов, минимум через 4 часа и максимум через 8 дней после экспозиции. Показатели заболеваемости ботулизмом низкие, но показатели смертности высокие в случае, если не будет быстро поставлен правильный диагноз и незамедлительно предоставлено лечение. Болезнь может заканчиваться смертельным исходом в 5-10% случаев. 40 человек из пострадавших сейчас находятся в реанимации. Один скончался. Умершим от ботулизма оказался молодой ученый из Костромы Тим Лев. Ему был 21 год. На День России Тим Лев поехал в гости к родственникам в Нижний Новгород, где и поел тот самый злополучный салат с фасолью. Но в больнице оказался только спустя несколько дней. Медики полагают, что причиной летального исхода могло стать позднее обращение за помощью. Если вовремя оказать помощь, вовремя диагностировать, то, в принципе, прогноз заболевания благоприятный. Если же не диагностировать, то есть поздняя диагностика, то есть позднее обращение, в основном чаще, что и бывает, и позднее лечение, естественно, это приводит к летальному исходу, к сожалению. В ходе расследования изъято свыше 250 тысяч сырья и пищевой продукции, в том числе складские запасы. Возбуждены уголовные дела. Сотрудники Роспотребнадзора по Ингушетии интересуются у местных предпринимателей наличием продукции этих производителей. А вот с этими производителями вы связывались? Local Kitchen и Саван К. Нет, Саван К. Kitchen. Так, возможно, какая-то из продукции была, но это надо уже по брендам смотреть, то есть отслеживать так, но название незнакомое, по крайней мере. Незнакомо, да? Да. В ходе рейдового мероприятия ингушские санитарные врачи обратили внимание и на работу домов торжеств. Мероприятия в каждом из них проводятся несколько раз в неделю. Только на одной свадьбе собирается от 300 и больше человек. Плюс продолжается сезон выпускных баллов. Сертификаты, декларации, маркировка, условия хранения, сроки годности, все это мы отслеживаем. Конечно. У нас на кухне Да, идет обязательно. маркировка. Нарушений в одном из самых известных домов торжеств в республике проверяющие не обнаружили. Вся консервированная продукция промаркирована, строго соблюдаются условия хранения. Как видим, здесь находится в складском помещении, мы видим холодильное оборудование, отдельно сухой склад для консервированной продукции. Мы смотрим, да, там продукция маркированная, мы проинформировали работников, чтобы они следили за условиями хранения, чтобы на каждой реализуемой продукции была наличие маркировка, товаросопроводительная документация, чтобы имелось наличие, чтобы подтверждающее качество и безопасность продукции. Управление Роспотребнадзора призывает жителей быть предельно осторожными, обращать пристальное внимание на приобретаемую продукцию, особенно на домашние соленья, которые, как правило, продают без маркировки и сопроводительной документации. Сотрудники намерены и далее мониторить ситуацию. Рейдовые мероприятия пройдут также в других населенных пунктах республики. Диана Дударова, Сулейман Костоев, МАГАЗ 24.